ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Мэр Ухты продолжает инспектировать объекты, которые готовят к эксплуатации после ремонта. Одним из таких стала 5-я школа, точнее несколько новых учебных кабинетов. В этом году учреждение улучшило условия в кабинете технологий, а также отремонтировало 2 класса. Они, к слову, были тут просто необходимы. Для ребят, которые учились во 2-ю смену. В 5-й школе таких 55 третьеклашек. Теперь ребята учатся после первоклассников. Их занятия начинаются в 11 часов. Справить школьное новоселье они пока не могут. Их отремонтированные кабинеты стоят пустые. Деньги на оснащение должна выделить республика. Но управление образования уже начало работу с подрядчиками. Они уже делают техническое задание, потому что там очень большие суммы получается, порядка 5 миллионов. На одну школу, а у нас их 2. Поэтому они сейчас уже готовят техническое задание. Как только министерство даст добро и как только подготовится. Для того, чтобы вы объявились, нам нужно подтверждение с министерства. Подтверждение мы можем завтра получить. Вот это мы ждем. Оборудование новых кабинетов для отказа от 2-й смены ждет еще одна школа, 14-я. Субсидия, которую Ухта планирует получить на эти цели, превышает 12 миллионов рублей. Так что уроки в этих классах начнутся не раньше, чем через 2 месяца. Ждать придется и тем, кто хочет попасть в специализированный детский сад, созданный на месте бывшего межшкольного учебного комбината. Тут все упирается в устаревший проект 2008 года. Требования пожарного надзора изменились. На переработку проекта требуется порядка 100 тысяч. Пока ничего не надо. Я в первую очередь хочу сюда пригласить эксперта, именно который по пожарной безопасности. Меня больше всего беспокоит сейчас не инженерные сети, а именно архитектура и геометрия. То есть завтра мы с ним встречаемся в 9:30, он сделает нам обследование полностью всего здания и напишет конкретно по пунктам, то есть что сделать. Здесь проем расширить, здесь сузить, здесь убрать, здесь добавить, чтобы у меня было точное понимание, что мы это сможем сделать. Ко всему прочему, тут нужно отремонтировать еще и кровлю. Мэр пообещал, что все эти вопросы будут решены в кратчайшие сроки. В ноябре детский сад специализированного типа должен быть сдан в эксплуатацию.